монетизации. Какие есть вообще нюансы в Кыргызстане по монетизации? Что круто, и какие есть сложности вообще? Творчество, да? Да. Ну, наверное, Креатива, вот я столкнулся с очень большой проблемой, потому что когда я начинал работать, понятия графический дизайн даже не было. Вообще понятие креатив. Такое слово креатив, это было какое-то слово, это вражеское слово Запада. У меня даже был патент не дизайнера, а художника-оформителя. То есть я с тех времен, да, работаю. И было долгое время было проблемой, большой проблемой было просто людям сказать, вот какой-нибудь байкеш, доказать, что это стоит денег. Что-то нарисовать, это стоит денег. Будь то этикетка, будь то логотип, там. Они говорят, зачем ты же, говорит, на компьютере кнопку нажал и появилась. Да, их представление это было PowerPoint максимум. Да, это PowerPoint, где есть уже готовые шрифты, ты просто взял кнопку, нажал и типа даешь ему. А вот этого понятия именно креатива, подхода, создания хорошего логотипа, брендинга, да, его бизнеса вообще не было. И в начале пути было очень плохо. Сейчас в этом плане уже подрастает поколение людей, которые конкретно уже шарят, да, в этом. И мне кажется, для нынешнего поколения, как говорится, мы вот эту тропинку протоптали, и слава богу, все люди начали понимать, что брендинг — это деньги, да, что креативная индустрия — это деньги, что есть там где-то в Купертино какая-то компания, да, маленькая под названием Apple, и что они зарабатывают больше, чем нефтетрейдеры и алюминчики всякие, да, и золотодобытчики. Да, то, что упаковка важна. Да, и то, Смотрят на что упаковку. И в любом случае эти люди уже начали понимать, что креатив — это как единица, да, концепт, что за это надо заплатить. Я представляю, каково было тебе это, особенно у нас Айло Варганда, типа, кем работаешь? Я дизайнер ГИМ, типа, нормально жұмышқа иштебейсің. Да. Надо было на юриста поступать. Я после архитектуры, почему-то архитектура, я поработал, несколько проектов сделал. Мне больше нравилась психология. Графический дизайн, на самом деле, это про психологию. Да. И когда я ушел, мне мои друзья-кенты прикалывались, что ты этикеточником стал, что ли? Я говорю, говорю, этикетки рисую. А теперь что друзья говорят? Да, друзья теперь ничего не говорят, обращаются, платят мне бабки. Они говорят, классная тачка. Просто в этом и проблема была, в том, что надо было людям, да, вот как-то объяснить это. Мне кажется, сфера IT в этом плане, может быть, ей даже было, может быть, попроще, потому что это стало необходимостью. Ты без IT не мог, даже сейчас ты ничего не сделаешь без IT. Это было как вода необходима, да. А в графический дизайн, один логотип там стоит $50, другой там 2000, да, и ты не можешь объяснить разницу, почему, да. Ценность. Вообще, да. Как музыка, да, то же самое. Я помню, мы в клубах, когда заказывали афиши, я помню, цены 250 сомов за одну афишу, вы представляете, это. И то нам шефа говорили, что-то дорого, он же просто рисует. А я как творческий человек, тоже мне было обидно за своих, я всегда качал за них. Стараешься, потому что это неимоверный труд. Шефа-то не видит, ты едешь рядом с дизайнером, садишься там, типа, он видит, рисуешь, ты сперва тебе кажется, что фигня, ты потом 3 часа проходит, и только афишу заканчиваешь, и думаешь, вот это выдержка. А заказы я зачастую же как заказчик выступаю. И передавать заказы дизайнеру. Кстати, вот о чем ты говорил, о софт-скилле, о общении. Это очень важно бывает. Дизайнеры, которых я чувствую, и они меня чувствуют, все там на изи, все быстрее работает. А бывает так, что дизайнер очень крутой, вроде бы, но мы с ним вообще не мэчимся, и никак работа не идет. Работа, которую он мне выдает, не нравится. Или из-за того, что просто по вредности, по духу мне не нравится. Бывает. Бывает вообще. На самом деле химия, мы знаем очень много примеров, что химия между Джобсом и Возником, да, она зародила, по сути, эту компанию. Без химии человека. Вот, кстати, опять, у искусственного интеллекта нету химии. Да. Так что все. В самом IT как-то отличается? Есть ли какой-то культурный код допустим, какие-то привычки, может быть, у наших айтишников? Есть ли отличия допустим, как почерк, знаете, бывает, там, или алфавит? Можете ли вы идентифицировать айтишника, типа, он точно айтишник? Да. Это кыргызский айтишник, это там не кыргызский айтишник. Наши специалисты на глобальном рынке ценятся тем, что мы очень креативные, и даже айтишники наши считаются суперкреативными в силу того, что у нас нету такого, что там типа
ну, там, я программист, там, бэкэндист, и я только на бэке пишу. Нет, там, наши бэкэндисты могут и на фронте писать, и на бэке, и там, и сами там дизайн зафигачить, да, просто потому что у нас чуть-чуть исходное такое, вот в самом начале то, что говорилось, то, что у нас все делается вопреки, и у нас изначально, наоборот, классно, что мы говорим сразу на 2-3 языках. У нас там более такое гибкое видение всего и всех. И даже живя там в одной семье, у меня всегда было такое... Я в своей семье считаюсь такая проамериканская, прозападная, а там типа другая половина моей семьи такая типа просоветская. Ну, вот было же такой период. И среди айтишников, я вот сейчас часто бываю за границей, наши стартаперы считаются, ну, самыми такими сильными в силу того, что мы изначально учимся зарабатывать деньги, просто потому что мы не можем надеяться там на государство, на инвесторов, мы еще голодные, кого-то. Да. И у нас были такое с самого начала, то есть мы даже сейчас в Астане, из 15 стартапов, лучших стартапов из 5 стран, наш стартап самый такой стабильно зарабатывающий, просто потому что, типа, а кто... Ну, то есть у меня даже никогда не возникала мысли, что, типа, если моя компания не зарабатывает, то как она должна выживать? То есть и здесь наши, если айтишники, то есть не сколько программисты, а если наших айтишников брать, они считаются такими достаточно креативными, потому что мы сразу говорим на нескольких языках, мы можем там и сразу там делать работу нескольких людей, мы сразу такие sustainable, то есть сразу сами учимся зарабатывать деньги и тратить только те деньги, которые зарабатываем. У нас нету такой в кредит жить. Почему? Потому что сейчас вот мы даже спорим с нашим трекером в Астане. Он такой говорит: запустите обучение там, кредитование на обучение. Я такой: зачем? Типа, зачем обучаться, если ты не можешь заплатить за него? Типа, может, ты сперва накопишь, а потом заплатишь за него. И он такой: нет, это же крутая тема там в России, в Казахстане уже все там на Каспе обучаются. Я говорю: в Кыргызстане такого нету. В Кыргызстане ты сперва зарабатываешь, копишь, потом ты тратишь. И вот это, наверное, очень такой подход, такой, чем отличается Кыргызстан от других на глобальном рынке, вне зависимости. Да. Мы бережливые, мы гибкие, мы креативные, потому что у нас 6-миллионный рынок, 2 города, и ты как бы, вертишься, короче, как можешь. И наши стартапы, вот вчера мы только разговаривали с моей подругой, Сырга, у нее NBFit стартап, она тоже прикалывает, что в их батче тоже какой-то акселерации их стартап единственный зарабатывал. А остальные просто тратили инвестиционные деньги, и когда осваивали бюджеты, да? Да, просто осваивали бюджеты. У нас такого понятия нету, потому что если ты не зарабатываешь, то ты все, ты не выживешь. Проект, в принципе, да. Да, у нас, то есть, вы заметьте, у нас нету такого, что типа жить в кредит. Это очень редко. Синдром плохих родителей. Почему? Когда родители не очень, дети зарабатывают. И у нас вот как бы там верхушка, так скажем, не особо о нас заботится, и мы такие: да, мы сами что. Это вообще абсолютно не только IT касается, это и дизайна, и всего абсолютно. Выживаем как можем. Выживаем как можем, да. Да, слабые люди порождают сильных людей. Да, и наоборот. У нас нету вот ощущения, да, типа ощущение того, что кто-то это как это, ума вышел зуматыш, короче, не работает у нас. Ну, еще здесь один момент, наверное, скажу касательно вот гибкости, да, ребят, в сфере IT. Мне кажется, есть целое исследование того, что горная местность, оказывается, порождает таких людей. Влияет. Адаптивных, да, потому что мы постоянно спускаемся, поднимаемся, перевалы проходим. И вы же сами знаете, мы можем за лето на Исыкуле отдыхать, либо 15 минут езды куда-нибудь в Барсклон, и мы можем там -7 поощущать, там, фуфайку накинуть сверху, там, на галошах прокатиться по снегу, да, потом опять спуститься на пляж. Жару, да. И вот это, оказывается, оно даже влияет на ритм сердца, на общее биомеханическое развитие, ну и, соответственно, на мозг. И поэтому вот эта адаптивность, почему, мне кажется, наши гастарбайтеры, да, все-таки добиваются успехов, основная масса. То есть что в Москве, что в Америке, да, допустим, что в России, потому что наши ребята реально очень адаптивны. То есть в любую среду их засовываешь. Это, опять же, это вот эта генетика. Это то, что мы Джайлюда Дешап, нам приходилось то в город, то в город, то туда-сюда, да, и, соответственно, у нас чуть-чуть сознание другое. И по этой причине
вот эти возмущения и, в принципе, в целом, то, что вот это свободолюбие, да, все же говорят, Да, о, кыргызы, рамки. вы там любите так свободу, потому что, ну, оно как бы в крови заложено, это, И не выбить из нас. да, типа высказаться, да, там, типа, если что-то не нравится. Там. Да. Сказал просто. У нас даже нету такого, да, что вот, ну, там, как в других странах, там, какие-то там суперпрезиденты, там, у нас как-то реально, у нас реально демократия какая-то, то есть можешь в лицо сказать, там. Мгм. Кстати, вот это у нас отличается. Да, мне Мы это- когда я бываем кайфую за от этого. границей, Да. наши ребята, да, отличаются тем, что вот даже сейчас в Казахстане мы такие, что типа там самые такие типа, а что вы там такое, что нельзя было спрашивать, что ли, а что это нельзя говорить, а почему у вас так, а почему не так? То есть мы можем прийти, и мы никогда не принимаем за данность то, что есть. Мы можем спросить, а почему так, кто сказал, да. с чего это? Это, кстати, очень часто отличает даже там с той же Америкой, которая считается демократичной. Я могла у профессора спросить, а, собственно говоря, почему? И он такой говорит, ну, cyber security, это вот так, вот так. Я такая, а почему? Да. И он такой, в смысле, почему? Ну так. Или вот, Принято. да, в том это- же Сингапуре, да. то есть мы вообще какие-то там, вообще взрыв мозга у нас. И вы замечали, что у нас это нормально? Да, У нас да. это нормально обсудить, задать, у нас нету такого, что типа там... И, кстати, да, вот насчет того, что там говорят же, там у нас женщина ущемляет или еще что-то такое, вот сколько не работаю в IT-сфере, ни разу этого себе не чувствовала. И у меня даже, кстати, коллеги прикалываются, друзья, они говорят, если кто-то нас ущемляет, это ты нас ущемляешь, а мы не тебя, мы тебя. И потом мы это как бы ездим по миру, и, в принципе, это очень сильно ощущается. У нас нету такого, что мы боимся сказать, что мы думаем. Не, на самом деле, вот мне кажется, еще одна из сильных сторон вот Кыргызстана, да, особенно когда мы занимались вот обучением ребят, там были реально ребята с регионов, которые вот как раз-таки не оторвались от вот этого древности, да. Ну, то есть, прикинь, он днем койгайтырып жүрөт, кечинде к 6 успевает позаниматься дизайном. Типа. Круто. Это же круто же. Есть ли разница между... Да, у них ощущение такое, что у них мозг такой, как чистая флешка. То есть они информацию воспринимают более проще, лучше, как-то вот. Помните, вот это даже в Нарине есть парнишка, который создал вот этот камеру слежения. Видели? Да. Бота создал, короче, слежение камеры, и он там большие деньги заработал. Парнишка Представляете, снаряда, он да, даже просто. на русском не умеет разговаривать, он знает только 2 языка, кыргызский и английский. И Python. Круто. Да, и знает вот языки программирования, А да, да. И получается, вот это я вот это и думаю, что это будущие вот такие крутые прогрессивные кыргызы, они будут там Они И уже потому что- готовые программисты, да, Да. они уже работают на удаленке. не Без потому офиса. что это, Надо осталось digital добавить. да, Digital digital, nomad. да. Не потому что койгайтырат, потому что это необходимость, потому что он хочет просто есть чистое мясо. Да. Сейчас же модно фермерское молоко, да, Органика. фермерское мясо. У него все есть, еще им плюсом программист, там, дизайнер. То есть я вот в этом плане, я думаю, вот это Представляешь, будет как очень круто. круто. Эртемен койду жай. Ты сидишь, пока не пасутся, ты прописал. там Прописал, что-то да, поработал, отправил, да. Ну, я признаюсь, что я как IT-специалист и человек, который всю жизнь живет на мир, и я прям отрицаю вот все, что говорят, вот мы 3000 лет назад, хочется сказать, блин, перестаньте вот гордиться тем, что было когда-то, давайте сейчас творить. Потому что вот это, знаете, мне нравится прям в Астана-хаб одеть кыргызское вот это вот, знаете, платье и выступить в нем на современный лад, потому что я хочу гордиться тем, что мы сейчас созидаем, создаем, тем, что кто мы есть сейчас, какими мы можем быть. Я не говорю про отрицать культурные моменты, нет. Мне нравится хомус, мне нравится юрта, мне нравятся наши Да, вас узоры. цепляет. Да, мне нравится кыргызский язык. Я реально не чувствовала и не чувствую до сих пор никакой дискриминации, потому что меня как девочку всегда сажали төргө, кыргыздын кыргызча чуулу, и вот это все я выросла с этим, с полнейшим уверенностью, что я достойна всего самого лучшего. Но в какой-то момент это все исказилось, и поэтому, наверное, у меня всегда есть чуть-чуть такая конфликтность того, что вот сейчас
мне нравится все новое. Вот Kurultay. Современная музыка на новый лад. Обожаю. Мне нравится новый формат шардаков. Обожаю, как они делают новые такие, Это знаете, интеграция, да, некая? интеграция. И вот мне нравится именно путь японцев. Когда они взяли свой культурный, кто они есть, начиная от своей идентики, языка, одежды, кимоно, еды, и интегрировали это в инновацию и сделали это трендом на мир. Бренд То есть, целый. Да, бренд, это нету зацикленности на прошлом. Они не говорят, мы должны быть как наши предки. Да черт подери, 21 век на дворе, мы не можем быть наши предки, времена другие. Да, мы чтим, Да. что они нам оставили. И вот двигаемся этим здесь, дальше. мне кажется, очень классный путь вот этот, когда ты берешь все вот это старое, переделываешь его, модернизируешь его, улучшаешь, и вот его как-то привносишь. Да. Это настолько 21 век, он жестокий в плане того, что если мы не научимся это, как японцы или как Южная Корея, ложить на новый лад, адаптировать, монетизировать. И главное, если мы не научим этому последующее поколение, это умрет. Почему? Потому что мы недавно обсуждали, у меня папа родом из Атбаши, и род Черик, и до 7 колена я знаю Сиджетата. Нас прям учили это запоминать. У меня там папа умеет шить, вязать, войлок делать, шардак делать. Чонгапашка до сих пор каждому внуку, внучке в нашем роду сделала собственными руками шардак. Но знаете, что я поняла? Что ни один из внуков, ни один и детей не научился, как делать этот шардак. Мы не умеем. Да. Вот все наши поколения где-то умели делать, мы не умеем. И пока я вот недавно думала, у меня вот Чонгапам играет на хумузе. Кто из наших, из моих там типа двоюродных братьев играет? Да никто не играет. Она умела из вот этого, боже мой, барана вырастить, этот шерсть снять, из него сделать шардак, из него сделать юрту и в эту юрту собрать и разобрать. И сейчас я понимаю, что мы не сможем этому научиться, unless это будет что-то такое, что мы можем монетизировать. И вот сейчас, если мы как раз в рамках Ассоциации креативных индустрий, парка креативных индустрий научимся это делать модным, мейнстримом, монетизацией, сторителлингу, рассказывать это красиво, а самое главное — это популяризировать, чтобы другие хотели приезжать это покупать у нас, это не выживет. Ну, как бы, что я передам своим детям? Да ничего, я эти передам, потому что я не умею делать то, что умели делать мои 7 предков. Ну, до меня, а, возможно, до него и до. И мне кажется, сейчас топиком должно быть так. Это, конечно, все круто, но что было? Но как мы это сейчас модернизируем и как мы это начнем монетизировать? Начиная от, я не знаю, создания новых модных домов, которые будут, как вот в Японии, делать свою моду глобальной модой. Заканчивая, когда мы свои шардаки будем в глобальный интерьер встраивать и нашу музыку и айтыш популяризировать на глобальный рынок, потому что вот на айтыш, как я там купила билет своему отцу и всей своей семье, я готова своих детей приводить, честное слово, которых у меня нету, но когда они будут, я готова их приводить. Почему? Потому что я горжусь этим. Но я горжусь не потому, что так было, а потому что сейчас вы так круто сделали. И вот это и есть ключевое, что это должно быть storytelling и монетизируемое, иначе оно не выживет. Ну завтра вы же тоже платите зарплаты, я не знаю, вам нужны студии, вам нужна аппаратура. И люди, смотря на вас, должны хотеть пойти в эту индустрию и стать такими. Это вот как мы последние 6 лет говорим: войди в IT, стань диджитал-номадом, начни зарабатывать. В итоге дня это про кусок хлеба и быть финансово независимым. И вот это же, мне кажется, можно передать всей креативной индустрии, что шардаки не выживут, если эти женщины не передадут это своим детям, которые вот, ну я знаю только вот от башинских дальше своим детям и дочерям, но эти дочери сейчас и сыновья не научатся, потому что они уехали быть, айтишниками. Но на самом деле, да, я согласен. На самом деле, вообще даже в творчестве самое худшее, что может с тобой случиться, это гордость.
Да, нельзя гордиться, что ты кыргыз. Надо просто сохранить то, что ты кыргыз. И улучшить. Да. Улучшить, показать миру. Да, я лично считаю, что это, кстати, должно распространяться вообще в целом многим народностям. Ты не можешь просто так гордиться. Да. Прошлым Да, ты прошлым, должен да. гордиться. Если от этого нынешним толку и нет, то будущим. Ты должен просто сохранить то, что осталось, это улучшить и показать миру. Нельзя как бы, отторгать да. то, что у нас уже есть. Как Да. бы. Это Да. история. Это история. Это неотъемлемая Да. наша часть. Но цепляться к ней и делать из него... Особенно гордиться, да. Да. Вообще, в принципе, гордыня это, Это ну, уже так смертный себе. грех, да, так Да, скажем. Вот. так себе, да. Поэтому, да, как бы тут две грани, да, там ура, патриотизм, как говорится, и нормальный Всё в меру. патриотизм, да, Балансирование, балансирование, умение, да, да, балансирование. Ну что, тогда сбалансируем. Разговор получился, мне кажется, очень крутой для Насыщенный, первого классный, раза, да. насыщенный. Есть еще. Что-то даже забыл, сколько Да. времени прошло. Да. Время пролетело просто вот так. Круто, спасибо вообще, что пришли сегодня. Спасибо большое, Вообще, очень да, приятно. Спасибо. Да.